Усадьбы. Вот уже в третий раз за последние несколько месяцев мы произносим это слово и, надеюсь, произнесем его еще не раз. В России в прошлом году вновь заговорили о возрождении исторических усадеб. И мы надеемся, в этом году дело сдвинется с мертвой точки и в Татарстане. Очень немного их осталось у нас, загородных усадеб. Наиболее живописных и привлекательных с туристической точки зрения наберется лишь 2 десятка. Некоторые уже, похоже, не спасти. Вот пример. Это Спасский район, село Куралово, бывшая усадьба Молоствовых, ветвистого рода, имевшего усадьбы во множестве населенных пунктов на территории современного Татарстана. Этим имением владел Таврион Христофорович Молоствов, офицер русской армии, герой войны 1812 года. После революции это здание не пустовало. Сначала был детдом до 60-х годов, затем школа, которую закрыли в конце 80-х. С тех пор оно необитаемо, и результат перед нами. Именно в таком состоянии сейчас и находятся многие памятники нашей усадебной дворянской истории. Именно они сейчас и наиболее известны, благодаря многочисленным блогерам, набирающим свои сотни тысяч просмотров на подобных руинах. Конечно, нам нужно видеть и это, но и не только это. Хорошо бы изредка видеть то, что еще можно спасти. Вот село Антоновка того же Спасского района. Это усадьба Михаила Николаевича Мусина-Пушкина, военного, общественного деятеля, потомка известного рода. Она жива, не заброшена, обитаема и любима. У нее есть все шансы стать новым туристическим объектом на нашей карте. Поэтому мы туда и отправились. С этим домом на берегу живописной речушки Бездна в селе Антоновка Спасского района не связано почти никаких историй. Ни жутких, ни красивых, никаких. Так бывает, если внутри у хозяина дома совесть, а снаружи честь. Хозяин этого дома Михаил Николаевич Мусин-Пушкин, военный и общественный деятель, потомок известного рода. Здесь, в селе, он родился в 1795-м, отсюда уходил в Семеновский полк и чуть позже на войну 812 года, и сюда он вернулся в 1821-м, выйдя в отставку с мундиром уже в 26 лет. Женат он был на дочери тогдашнего казанского генерал-губернатора Баратаева, и это было, конечно, тихое семейное гнездышко в летние месяцы. Михаил Николаевич не мог жить здесь круглый год при всем желании. Дел в Казани и округе было слишком много. В 1827 году Николай I его назначает на должность попечителя Казанского учебного округа. А Казанская губерния, вообще этот округ даже был довольно-таки настолько огромный. Он простирался Урал, Западная Сибирь. Это один из крупнейших учебных округов. И должность была довольно-таки высокая. Все учебные заведения вот этого учебного округа были ему подчинены. Наиболее ценный элемент усадьбы – дом – дошел до нас почти в первозданном виде. Надо бы сказать спасибо за это его нынешним хозяевам. Но вряд ли получится. Хозяев за последние 100 лет было тысячи. Дело в том, что и здесь теперь школа. Еще с начала 20 века. Мог ли предвидеть попечитель Казанского учебного округа, что его собственный дом станет впоследствии центром просвещения для всей округи в несколько деревень? Конечно, сегодня здесь уже в разы меньше учащихся, чем было в советские годы, но все-таки 66 человек, не считая еще персонала школы. Лишь со временем, конечно, они все поймут, что провели детство в музее. Возможно, это лучшее, что только могло с ними случиться в это время. Сразу видно, что не для господ такая лестница, да? Узкая, но в наше время в школе это учительская лестница.
Татьяна Степановна Королева 13 лет была директором этой школы и учителем истории. И знает, конечно, все ее трещинки и все немногочисленные ее богатства, удивительным образом здесь сохранившиеся. Вот осталось от усадьбы вот это зеркало, да. Ну, конечно, оно уже красили много раз его. Когда-то оно просто было мореное такое стояло, но это вот зеркало. Пока мы с Татьяной Степановной добираемся до главной залы этого дома, наверное, не лишним будет сказать еще пару слов о хозяине, который вот ровно этим же самым путем направлялся ежедневно в свой кабинет. Михаил Николаевич Мусин-Пушкин известен, конечно, в первую очередь как основоположник отечественного востоковедения. Вот здесь где-то в разговорах с ректором Лобачевским оно и зарождалось когда-то. В Казанском университете было введено обучение нескольким восточным языкам. Российская ориенталистика зарождалась в Казани. Но, увы, весь восточный факультет переехал впоследствии в Санкт-Петербург, куда отправился навсегда и хозяин этого дома в 1845 году. Но в этом доме Мусин-Пушкин прожил 18 лет. И пусть только лет, а не зим. Здесь ничего не перестроено, такая комната и была, да? Ничего здесь. Здесь все осталось в том первозданном виде. И вот зеркало, которое осталось от Мусиных-Пушкиных. Они остались вот в том виде, в каком нам достались. Это, в общем-то, заслуга, наверное, и коллектива учителей, и учеников, которые так бережно к этому относились. Здесь было еще пианино. Это все настоящее? Это все осталось. А дети знают, кто здесь жил? А как его звали по имени и отчеству? Если чего-то не знает ребенок, значит, скорее всего, этого не знают и его родители. К тому же в Антоновке вот уже 100 лет, как существует свой новый герой. Фактически антипод дворянину Мусину-Пушкину. И вот его-то, конечно, тут знает каждый. Хотя бы потому, что в селе есть памятник. Это памятник Антону Петрову или Антону Петрову Сидорову, руководителю крестьянских волнений в 1861 году в селе Бездна или Бездна. В школьном музее упоминания о местных дворянах надо поискать, а вот о волнениях, которые чаще называют восстанием, большая часть экспозиции. Апрель 1861-го – время непростое. Отмена крепостного права, а в селе один полуграмотный мужик Антон Петров, который читает новые положения, но толкует их по-своему. Естественно, никакой воли такой, какой они хотели, там не было. И предложение, где было по переписи 1859 года, столько крестьян, чего-то он в этом предложении нашел волю, что 2 года выдана уже воля крестьянам, а помещик ее скрывает. И сюда хлынула толпа. До 4000 крестьян здесь собралось. Многотысячный крестьянский митинг, который восстанием можно было назвать только с натяжкой, был, тем не менее, жестоко подавлен 2 ротами генерал-майора Апраксина. 91 человек был убит. Антон Петров же был арестован и брошен в подвал одной из хозяйских построек, известной нам барской усадьбы. Вот в этот самый подвал. Его расстреляли 19 апреля 1861 года за пределами села возле ближайшего барского леса, где односельчане его и похоронили. В советское время это место стало практически священным. В пионеры антоновцев принимали именно здесь. Несложно догадаться, почему село Бездна было переименовано в Антоновку в 1925 году. Кто из этих людей оказал большее влияние на историю?
полуграмотный мужик или знатный дворянин? Ответ зависит от убеждений и от взглядов на историю, и искать мы его не будем. Очевидно, что для стареющего и слабеющего села лучше 2 героя, чем 1. Не Булгаром единым славен Спасский район. Антоновка может стать важной точкой на туристической карте республики. За. И жители Антоновки тоже будут за. И было бы здорово, потому что сохранится эту усадьбу. Потому что будущее, иначе ее практически плачевное будет. Все равно она пропадет. Если потому что будущее школы, к сожалению, нам неведомо. Да, мы не уверены в том, что школа будет там всегда. Деревня стареет. Да. Так что, вот. А если будет этот маршрут, усадьба будет жить. Михаил Любимов и Дмитрий Шлемин. 7 дней.